Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех. Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех. Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех. Так, Так, уберем звук, чтобы все было нормально. Теперь скажите мне, как звук? ассаламу алейкум. Приветствую всех. Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Все, звук исправился, отлично. Так, Максик, привет. Ассалам алейкум, приветствую всех. Дорогие мои друзья, дорогие мои товарищи, единомышленники, я рад снова выйти на этом экране, на этом канале с вами снова в эфир. Так, были проблемы, меня постоянно атакуют, хакерские атаки не прекращаются ни на одну секунду, ни на одну минуту, ни на один день, как говорится. Используют все новые методы. Я недавно связался с этим ютубом, и поэтому я для себя тоже много чего открываю. Ну, я, конечно же, борюсь, как обычно, ручкой. И я думаю, все будет отлично. Так, Максик, привет. Привет, Максик. Так, Адам грузинский, ассаламу алейкум, аслам, ва алейкум салам. Несущий мир, алейкум салам, видно. Так, слышно. Привет, Тор. Как дела? Супер, супер, все, Тор, спасибо. Я тоже рад видеть твой ник. Так, добрый вечер, хороший пейзаж, говорит Майкл Барсук. Спасибо. Рад, что вам понравилось. Так, Мусар Умаров, ассаламу алейкум, Фриман, антипутинизмус, путинизм, добрый вечер всем антипутинцам, всем алейкум салам, всех приветствую. Асланочка Илья на связи, ассаламу алейкум, рад, всех рад, всем очень рад. Сегодня будет очень много хороших тем, как обычно, и эти темы, их надо развернуто рассказать. Николай, здравствуйте. И постараемся как-нибудь уложиться во времени, потому что много нужно сказать. Много нужно успеть сегодня рассказать. Начнем. С чего начнем? С хорошей или с очень хорошей новости начнем? Давайте начнем тогда с презентации. С презентации канала Nokchi World. И, как вы знаете, у нас есть очень хороший историк. Сейчас я его найду. Так. Есть такой сайт nokchiworld.com. Я зачитаю то, что Nokchi World опубликовал недавно. Они запускают библиотеку, чеченскую библиотеку. И для нас это важно не только на сегодняшний день, это важно для дальнейшего поколения. Все, что сейчас мы закладываем в интернет, по большей части останется тут. Ну и мы распространяем информацию, что очень полезно. Тем более, когда эта информация достоверная, честная и правдивая, с учетом тяжелейшего положения с правдой, которая сложилась в России, и тем, что мы оказались их соседями. У нас не очень хорошо, не очень с фактами и с достоверными, стопроцентными фактами, тем более с историческими. И команда Nokchi World создает библиотеку, которую, я зачитаю сейчас их труд, которую очень важно нам всем поддержать. Это для всех нас, это такой важный вклад в развитие нашей культуры, нашей истории. Ассаламу алейкум. Команда Nokchi World запускает проект Nokchi World библиотека. Наше обращение адресовано ко всем, кому не безразлична судьба доблестного, благородного и древнего чеченского народа. Мы призываем всех неравнодушных людей, разделяющих наши взгляды, принять посильное участие в реализации данного проекта. Оказываем моральную, материальную и финансовую помощь. У нас в наличии имеется научная литература по истории чеченского народа, которую необходимо оцифровать и выставить на сайте Nokchi World, чтобы создать кавказоведческую библиотеку и сделать ее общедоступной для всех.
Часть этой литературы необходимо оцифровать и перевести с европейских и восточных языков на русский, а также с русского на иные языки, и для этого требуется труд квалифицированных переводчиков. Без вашей поддержки нам будет очень сложно выполнить эту работу, но с вашей поддержкой мы сможем реализовать данный проект в сжатые сроки. И мы, команда Noctu World, полны решимости и энергии реализовать данный проект. Просим всех, кто разделяет наши взгляды, оказать нам посильную моральную, материальную и финансовую поддержку и помощь. И да поможет нам Всевышний в этом благом и благородном деле. Лайрамца, команда Noctu World. Я сейчас запущу сюда ссылку на этот сайт. Так, одну секунду. Noctu World. Я там букву И поставил. Сейчас, одну секунду. Noctu World. L там должно быть. Я по ошибке. Noctu World. Так, вот этот сайт. Прошу всем принять участие, посильную помощь, кто как, что может. Это все для нас. Все делается для того, чтобы у нас была история. Без истории нас нет как государства, нас нет как нации. Точнее, у нас нет будущего как государства и нации, если мы не будем беречь свою историю. Так, давайте тогда перейдем к следующим темам. Хотелось бы еще раз, мы уже начали с объявлений, хотелось бы сделать еще одно объявление. В Варшаве 23 февраля 2020 года с 12 часов до 14 часов пройдет акция, вспоминая депортацию 76-летней давности, геноцид под видом депортации чеченского и ингушских народов. Организует наш брат, товарищ Мухаммад, который проживает в Варшаве, 23 февраля перед российским посольством с 12 часов до 14 часов будет митинг. Всех, кто проживает в Варшаве, прилегающих к ним городах, всех приглашаю посетить. Заявка оказана, уже подана, нам согласована полицией, Магомед там все это координирует. Можете, если что, писать мне, а так, если необходимо, я дополнительную информацию буду сообщать. Также под этим видео в комментариях вы также можете писать свои комментарии, и Магомед тоже будет смотреть, и тоже будет видеть, и будет отвечать на ваши комментарии, если возникнут какие-то вопросы. 23 февраля этого года, то есть уже скоро, через 6 дней, перед российским посольством с 12 до 14 часов. Согласованная законная акция. Прошу всех посетить. Также, что хотелось бы отметить, раз мы уже начали эту тему с анонсами уже затрагивать, то хотелось бы отметить еще одну акцию, которая состоится в Вене. Точно так же 23-го состоится митинг в Вене. Сейчас я вам скажу точный адрес, где это будет. Я еще буду предварительно еще говорить об этом. 23 февраля 2020 года с 14 часов по 16 часов у памятника советскому солдату на Шварценбергель, Вена, состоится митинг памяти жертв депортации 1944 года чеченских и ингушских народов. Мы должны помнить те события, которые никогда не должны повториться. Только память и напоминание о трагедии спасут наши народы от очередной катастрофы.
Кого волнует память тех, кто умер от голода и холода во время депортации в холодной казахстанской степи, которые считают это своей обязанностью уважать память более 250 тысяч чеченцев и ингушей, погибших, убитых коммунистическим режимом и Красной армией. Приглашаем вас принять участие в этом мероприятии. Организаторы представительства Чеченской Республики Ичкерия в Австрии и Культурферайн Ичкерия. Всех прошу быть 23-го. Более того, там же в Вене 21 числа, за 2 дня до 23-го, 21 числа пройдет следующая акция. Это будет большой вечер, где будут разные представления, где будут выступать разные представители нашего народа, другие представители будут выступать дети. Будет такая творческий вечер будет, что тоже очень важно и интересно нам всем будет увидеть и посетить. Поэтому приглашаю всех обязательно прийти на этот вечер. Так, 21 февраля, сейчас одну минутку. 21 февраля мы, Культурная ассоциация Ичкерия, Культурферайн Ичкерия, сердечно приглашаем вас на день празднования, отметить день депортации чеченцев и ингушей февраля 1944 года. Будет информативная программа и, наконец, шведский стол, что немаловажно. Кстати, в прошлый раз был очень вкусный шведский стол. Дополнительная информация, смотрите файл, приложение. Мы с нетерпением ждем вас встречи. Мы вас, всех жителей Австрии, ближайших городов, приглашаем вас посетить программу, которую организует Культурферайн Ичкерия. Адрес здесь же можно найти будет под этим видео ниже. И также вы можете зайти на сайт Ичкерия.ат, и там уже можете получить дополнительную информацию на этом сайте. Ну, в принципе, все. Так, по объявлениям, в принципе, если ничего не забыл, то уже закончили. Так, перейдем сейчас сперва к вашим вопросам, и потом можно будет уже перейти к хорошим новостям, которые у нас, конечно же, есть. Так, новости суперские, вам понравятся. Так, эфир независимо, все нормально, у меня показывает, все отлично. Так, давайте. Так, еще хотелось бы напомнить об одной очень важной дате, которая недавно прошла. Было недавно день рождения Джохара Дудаева, 15 февраля. И также мы вспоминали другого нашего президента Зелимхана Яндербиева. В Вене 15 февраля, в Австрии, также прошел вечер со дня 16 лет гибели, подлого, вероломного убийства русскими террористами экс-президента Чеченской Республики Ичкерия Зелимхана Хангашвили. Там были разные люди приглашены, и было очень такое полезное и нужное мероприятие. Дейл Рейсхуль, всем организаторам было очень полезно и нужно. Я надеюсь, дальше мы будем также продолжать проводить разные эти акции. Кстати, на радио Омаш-шоу вы можете посмотреть «Йендер Безелем Ханлейрин Сюри Хилавеня». Называется это видео, и на чеченском языке, радио Свобода на чеченском языке, вы там можете посмотреть это видео. Так, что еще? Давайте сейчас я чуть-чуть поотвечаю по возможности на ваши вопросы, и потом мы перейдем к хорошим новостям.
Так. Ну, Чайбар, Казан, пока вопросов нету, давай скажи эту хорошую новость. Надо же потомить чуть-чуть, ну, Чайбар, надо томить, знаешь, чтобы вам было, у вас интерес был. Reality French English. Ассаламу алейкум, кенте модушу, академики миллион соуц динабор, модуй академики. Ва алейкум салам, Reality French English. Я вот не знаю, о чем ты говоришь, о каких миллионах. Кто ему миллионы? Русские урезали? Я сказал, извиняюсь, Адам Грузинский, я сказал Зелимхан Яндарбиев, а не Хангашвили. Да, я, наверное, опять оговорился. Я часто Зелимхана Хангашвили и Зелимхан Яндарбиев оговаривался. Несколько раз уже было. 2 раза точно. Видимо, это 3. Все, больше не буду тогда. Давайте тогда мы вернемся тогда к основной новости, которая поступила. Будут еще хорошие новости. Перед этой хорошей новостью, основной новостью, я вам сейчас покажу хорошую новость, которая произошла в небе над Сирией, где турки сбили 2-й вертолет на западе Алеппо. Можем повторить, вы помните, этот вертолет уже они сбили совсем недавно, но пару дней назад сбили, а до этого был сбит еще один. То есть мы приходим к тому, что в конце концов бомбардировки мирного населения будет положен конец. Это благодаря Турции и решению Эрдогана. При всем моем не очень таком хорошем отношении к Эрдогану, но признать нужно признать, когда он делает и хорошее, это тоже нужно признать. По крайней мере, с Путиным больше он не цацкается. Будем надеяться. Хотя теперь он может лишиться рынка продажи помидоров. Русские устроят ему это, злое мщение. Так, давайте посмотрим, чтобы не быть голословными, продемонстрируем. Так, не так. Захват экрана. Выключаем этого и включаем это. جبل في منطقة قطان الجبل شرق دار تعزي الله أكبر يلا شباب اركضوا الطيب تزت نجيبوا هون الله أكبر والعزة اسقاط طائرة مروحية لقوات النظام. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اسقاط طائرة مروحية لقوات النظام. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله. Вот то, что осталось от асадовского вертолета. جت الحربية Так. Все, готово. Показал вам. Это, конечно же, мы никто не радуемся гибели людей, даже вот этих преступников, но при всем при этом нужно понимать, что это очень знаковое событие, когда летающие аппараты начинают падать. Это значит о том, что безнаказанно, так жестоко убивать мирное население, по крайней мере, уже стало поменьше, что не может нас как бы не радовать. Прекращение убийства для нас это хорошо. Даже ценой гибели вот преступников, которые убивают мирное население. Так. А теперь я хотел бы перейти вот к основной теме, которая сегодня у нас есть. Убийство Зелимхана Хангашвили, в принципе, уже расследователями из разных независимых изданий уже проведен. Я так понимаю, эти независимые издания, как Bellingcat, Insider, они очень квалифицированные расследователи, в прямом смысле этого слова. И есть очень подробный, развернутый просто анализ всего, как происходило
передвижение, подготовка по времени. Короче говоря, нужно проверить как следует вот эту информацию, и с ней вам нужно ознакомиться как следует. Так, сейчас я тогда перейду к вашим вопросам. Ой, нет, я не перейду к вопросам, я просто сейчас начну вам рассказывать, подробно зачитывать эту информацию. Это займет время, но мы должны все это озвучить, так как это очень важная и нужная информация, которая у нас имеется. Вот давайте я ее тогда вот сейчас начну зачитывать. Так, вот смотрите, информация вышла на сайте The Times. The Insider вышел. Так, смотрите. В значит вымпел, как ЦСН, Центр специальных назначений ФСБ, организовал убийство Хангашвили в Берлине. The Inside, Bellingcat и Der Spiegel удалось найти новые подтверждения того, что убийство Зелимхана Хангашвили в Берлине было организовано спецподразделением ФСБ «Вымпел». Мы выяснили, как Центр специальных назначений ФСБ готовил киллера-рецидивиста Вадима Красикова для этого убийства, а также установили некоторые подробности перемещения Красикова по Европе. Как ФСБ готовила Красикова к убийству? 2019 года Вадим Красиков вместо того, чтобы отбывать наказание за убийство предпринимателей в Москве и Костомукше, проводил время на тренировочных базах ЦСН ФСБ. Биллинги мобильного телефона, полученные Bellingcat, свидетельствуют о том, что в течение года он постоянно общался с вымпеловцами и посещал их тренировочные базы. Одним из его постоянных контактов был Эдуард Бендерский. Это тот самый Эдуард Бендерский, который у меня на заставке к этому видео есть. Это и есть Эдуард Бендерский, который рядом с Путиным на каком-то совещании сидит. Ветеран и глава благотворительного фонда «Вымпела». И хотя на госканалах он выступает именно как ветеран, судя по всему, он не такой уже бывший сотрудник. Формально он является частным предпринимателем, владельцем нескольких ЧОПов. Но он также является председателем Российско-Иракского делового совета, причем именно его компания получили почему-то эксклюзивное право на охрану российских нефтяных объектов в Ираке. Этот формат частного предпринимателя со своими ЧВК за рубежом хорошо известен по примеру Евгения Пригожина. На своем сайте Бендерский с гордостью сообщает, что его основная компания «Вымпел-А» была неоднократно отмечена благодарностями руководства ФСБ и МВД России, Государственной Думы и других государственных органов. Любопытное и, возможно, случайное совпадение: знаменитый российский хакер Максим Якубец, за поимку которого ФБР обещал $5 миллионов, приходится Бендерскому зятем. По данным властей США, Якубец работал не только ради собственного обогащения, но и в интересах ФСБ. Здесь я бы хотел отметить один очень важный момент, который связан именно со мной и с моим каналом. Когда я организовывал, призывал всех выйти на митинг, когда мы писали там, собирались на разные мероприятия, в это самое время на мой Facebook аккаунт и на YouTube канал началась массовая атака. И у меня был даже заблокирован, как только я успел сделать мероприятие в Фейсбуке, у меня был Facebook заблокирован именно перед этим нашим митингом. И также подвергалась постоянной атаке мой YouTube канал. Что, видимо, Максим Якубец, который является российским хакером и зятем Бендерского, видимо, решили вместе надавить на мои средства подачи информации. Поехали дальше. Когда Красиков начинает проводить активные действия по подготовке к убийству в Берлине, его звонки Бендерскому учащаются. Так, например, они созваниваются 3 июля, когда Красиков возвращается из Брянска, где делал паспорт на имя Соколова, а также 28 июля по возвращению из Петербурга, где он получил документы о трудоустройстве в закрытое акционерное общество «Руст». Для визы это делалось. Так, вот это лицо, вот это и есть Эдуард Бендерский, вот этот главный террорист России.
Эдуард Бендерский и Владимир Путин на заседании ОНФ. О тесных связях Бендерского с руководством ЦСН ФСБ известно давно. Вот выдержки из письма журналисту «Новой газеты» Юрию Щекочихину от бойцов группы «Альфа», также относящихся к ЦСН ФСБ. Юрий Щекочихин, бывший журналист, депутат и очень порядочный человек, который был убит за расследование взрывов домов в Москве. Это забегая вперед, сообщаю. Теперь об одном из спонсоров ЦСН ФСБ когда-то в центре служил скромный офицер Бендерский Эдуард. Уволился он в звании старшего лейтенанта. На гражданке создал ЧОП, частное охранное предприятие «Вымпел А» под крышей нашего центра. Курирует его лично наш генерал Тихонов, бессменный руководитель ЦСН ФСБ. Информация от инсайдера. Ездит Бендерский на джипе Гелендваген, имеет и спецталон, и удостоверение прикрытия. Практически все банкеты, концерты, соревнования оплачивает его ЧОП. Сам господин Бендерский регулярно приезжает в сауну попариться, несмотря на то, что эта сауна находится на территории особо режимного объекта ЦСН. Париться он предпочитает обществу руководства центра. А теперь вспомните события на Дубровке. Сразу после удачного, так называемого удачного штурма, который провели мы с бойцами Вымпела, некоторые из руководителей ФСБ и МВД рассказывали по телевидению, как происходила подготовка к штурму и сам штурм. Каково же было изумление многих из нас, когда в одном из сюжетов мы увидели господина Бендерского, гражданского человека, давно уволившегося из органов. Он, сидя перед мониторами, подробно рассказывал, как и откуда перемещались по захваченному зданию спецназовцы, называя номера отделов и групп. Само собой разумеется, что информация и видеозаписи, сделанные нашими операторами, ему предоставило руководство центра. Интересно, что это письмо было опубликовано уже после смерти Щекочихина. Он скончался в результате отравления неустановленным веществом. Уголовное дело по статье убийства дважды открывали и безрезультативно закрывали. Бендерский в разговоре с инсайдер заявил, что с Красиковым он не знаком и никаких комментариев давать не собирается. А это вот непосредственный руководитель вот этого Бендерского, генерал-полковник Тихонов. Также является террористом и убийцей из террористической банды ФСБ, глава ЦСН ФСБ. И, как мы понимаем, этот человек уже давно возглавляет вот эту банду, которая занимается убийствами. Я думаю, это не первое, не последнее убийство вот этого бандита. Как видно по перемещениям Красикова, который также видно по биллингу его телефона, он неоднократно посещал основные тренировочные базы ЦСН ФСБ, как минимум 8 раз в 2019 году. Базу ЦСН ФСБ в Балашихе, войсковая часть 35690. Последний раз он тренировался на территории этой части 8 августа, всего за несколько дней до того, как отправился в Европу для совершения убийства. Вот сам этот тренировочный центр. Другое ФСБшное здание, которое он посещает, находится по адресу проспект Вернадского, 12, корпус 4, также известно как НИИ «Прибой», где, судя по данным из открытых источников, находится Национальный антитеррористический центр и аналитический центр ФСБ. Там он появлялся 2 апреля и 2 июля, накануне поездки в Брянск за паспортом прикрытия. Вот это то самое здание, это проспект Вернадского. Вот эти все три здания, которые вот вы можете видеть, вот это и вот это. Они, как я слышал, они связаны между собой подземным туннелем, где можно перевозить документацию в большом количестве, даже на тележках таких больших. Вот это здание является центром террористической базы Бан-Притон. 9 апреля 2019 года в 7:45 утра Красиков приехал на тренировочную базу в Балашихе, откуда в 9 утра направился дальше на восток, в сторону небольшой деревушки Аверкиева. Там, на тренировочной базе ФСБ, он провел 4 дня до 14 апреля. Также Красиков неоднократно посещал офис возглавляемой Бендерским ассоциации «Вымпел А» и постоянно созванивается с ее сотрудниками.
Вот здесь карта нарисована, место посещения Красиковым, судя по биллингу его телефона. Цифра — это число дней, проведенных в данном месте. Здесь он провел в ФСБ антитеррор-центре 2 дня, вымпел ассоциации он провел 5 дней, ФСБ специальной операции 8 дней, ФСБ тренинг баз 4 дня. Грубо говоря, 19 дней, около 20 дней человек провел в разных ФСБшных этих зданиях, местах, где дислоцируется террористическая банда ФСБ. И вопрос, кому позволено было бы 20 дней, почти 20 дней находиться, если бы он не был сотрудником этой банды, членом этой банды. Что такое вымпел? Так, вымпел, мы это все зачитывать не будем. Вымпел — это обычная бандитская террористическая организация. Мы перейдем, вы можете на сайте почитать сами отдельно. Мы вот зачитаем, что сам непосредственно террорист Красиков, который нас интересует, который является убийцей нашего защитника нашего Отечества, добропорядочного гражданина, проживающего в Германии, Зелимхана Хангашвили. Так, европейское турне Красикова. Красиков оставил свой мобильный дома, отправившись в Европу. Для миссии у него был отдельный мобильник, который он активизировал 15 августа, за 2 дня до вылета из Москвы. Новый номер телефона он зарегистрировал на свою новую фамилию Соколов. Как мы знаем, у Красикова был паспорт на имя Соколова. Bellingcat удалось получить биллинг и этого телефона. И, как оказалось, кто-то уже успел сфальсифицировать данные в нем, и указанное время соединений и номера вышек постфактум были изменены. К счастью, конспираторы действовали лениво, поэтому нам удалось понять алгоритм, по которому менялась информация, установить почти все данные по времени и месту соединения. В России Красиков практически не использовал этот телефон. Сделал единственный звонок 15 августа в туристическое агентство, чтобы забронировать отели в Варшаве и Париже. 17 августа, судя по биллингу, он весь день провел дома и в 6 вечера выдвинулся в Шереметьево. В 19:35 рейсом Air France он вылетел в Париж. Руса Тариста Париж. Впервые 2 дня в Париже, метаданные с телефона отсутствуют, зато 19 августа турист Соколов выполнил свою обязательную программу, посетив Лувр, Эйфелеву башню, Елисейские поля, базилику Сакрé-Кёр, дом инвалидов или церковь Мадлен. Судя по тому, что главные туристические достопримечательности он стал посещать лишь на 3-й день, первые 2 дня были явно посвящены не туризму, а чему именно пока не ясно. 20 августа Красиков вылетел в Варшаву. Приземлившись в 3 часа дня в Варшаве, Красиков отправился напрямую в отель. Оттуда он направился в парк Лозенки, где осмотрел Королевский дворец, затем вернулся в старый город и провел остаток вечера в ресторане «Секси Дак». На следующий день он сделал несколько звонков человеку, который, как нам удалось установить, является местным русскоговорящим гидом. Днем он отправился в Виляниевский дворец и вечером вернулся в отель. 22 августа и в последующие несколько дней телефон Красикова оставался в гостинице, и он был включен. Судя по периодической активности GPS, но соединений по нему не было. Судя по всему, 22 числа Красиков уже отправился в Берлин. А поскольку данных о его перелетах в Берлине нет, он выехал туда либо на поезде, либо на машине. На следующий день в 11:58 он убил Зелимхана Хангашвили 2 выстрелами в голову. Это очень подробный, развернутый анализ, статья очень нужная, полезная, всем советую ее посмотреть. Я сейчас скину ее ссылку в группу, чтобы все, кто захочет, могли ознакомиться и почитать ее. Это всем нужно знать. Нужно знать, как нас убивают, как они готовятся, и предпринимать, конечно, необходимые меры для защиты нас от этих российских террористических банд. Так. Поехали дальше. Поехали дальше. Давайте я поотвечаю на ваши вопросы.
Так. Так. Так, все пока только еще здороваются, я не понял. Подождите, у меня тут что-то произошло. Сич Вильбес. Так, всех рад видеть, Вильбес, тебя тоже рад видеть. Валейкум салам. Эхо есть, но терпимо. Да, есть эхо, что-то я не понял. Звук с эхом. Как звук с эхом, правда? Nicht gut. Так, в общем, дайте звук эхо. Чуток есть эхо, да? Есть эхо? Что-то я себя не слышу. Слышу. Все, убрал, ты сойдет, звук нормально. Так, ну, Чино говорит, что звук нормально. Как найти, говорит, оставил, то будет еще хуже. Так, Дикий есть, пойдет. Аслан, купи хороший микрофон. Да хорошее у меня все уже, давно куплено. Все отлично. Самое лучшее куплено. Ну, почти самое лучшее. Так, давайте дальше. Так, вопросов у нас нет, да, я так понимаю. Микрофон очень хороший, поверьте мне, говорит Ичкерина. Да, ну слышишь, хорошо, у меня нет никакого эха, говорит, несущими. Ну вот, видите, это у вас там какие-то проблемы, видимо. Так. Так. Так, теперь, раз пока есть, надо еще сохранить, пока мы вот сейчас начали. Ну, Чино, ассаламу алейкум, вот сижу, слушайте, вопроса нет у меня. Так как все происходящее на Рашке меня вполне удовлетворяет. Да, алейкум салам. Ну, не знаю, как тебе сказать. С одной стороны, это, конечно, устраивает, с другой стороны, это далеко зайдет. Вот в чем вся проблема. Там живут наши люди. Вот что меня беспокоит. Так, давайте так. Я хотел бы рассказать тогда еще одну за статью Нью-Йорк Пост, которая вышла сегодня. Я ее вам сейчас тоже хотел бы зачитать, чтобы она тоже осталась, да, как бы пользуясь таким нужным моментом, чтобы можно было сохранить для истории то, что сейчас пишут разная пресса. Нью-Йорк Пост выпустил статью 10 февраля 2020 года о убийстве Имрана Алиева, Мансура Старого, блогера, убитого русскими террористами. Так вот, я вам сейчас тогда зачитаю эту статью. Путинский критик найден мертвым с перерезанным горлом, десятки колотых ран во французском отеле. Озаглавлена эта статья, пишет ее Пол Ли Браун. Также хотел бы вам сообщить, что она на английском языке, и Google перевод может быть не очень верным. Давайте я ее прочитаю, она не очень большая, постараемся
рассказать, но она очень объективная. Это один из немногих иностранных журналистов, который так четко формулирует, да, что даже удивляет нас. Откровенный блогер, который регулярно нападает на Россию и Чечню, был найден мертвым во французском отеле с перерезанным горлом и со 100 ножевыми ранениями, и полиция подозревает политическую мотивацию, согласно сообщениям. Чеченский блогер Имран Алиев, 44 года, был найден в конце прошлого месяца в кровавой бане в отеле «Лилия», которая отражала крайнюю дикость, сообщает агенция «Франс Пресс». Бизнес Инсайдер сказал, что у него перерезано горло. Алиев имел политический статус беженца и жил в Бельгии под защитой полиции из-за угроз со стороны России и Чечни из-за его оппозиционных блогов, сказал высокопоставленный представитель французской полиции. Используя онлайновый хендл Мансур Старый, он стал известен главным образом своим резким заявлением, критикующими чеченского правителя, тут написано, Рамзана Кадырова и президента России Владимира Путина, говорится в докладе. У нас он был под защитой полиции. По какой-то причине, сказал Business Insider, бельгийский сотрудник правоохранительных органов, заявив, что в его жизни были определенные заслуживающие доверия угрозы со стороны определенных политических секторов Чечни и России. Было неясно, уведомил ли Алиев своих бельгийских охранников о своем плане пересечь границу во Франции. Скорее всего, не уведомил. Алиев зарегистрировался в отеле с человеком, который путешествовал по российскому паспорту. Мясное тело Алиева было найдено только через несколько часов после того, как он зарегистрировался в отеле 30 января. Нож был найден рядом с ним. Убийство имеет все признаки политической мотивации, сообщил АФП источник, близкий к расследованию. Многие могли хотеть его, сказал агентству другой источник. Человек, с которым он путешествовал, вероятно, уже благополучно вернулся в Чечню, заявил другой известный блогер, сообщает АФП. Очевидно, что, учитывая историю Алиева и предыдущие угрозы, мы должны изучить возможность службы государственной разведки в этом убийстве, сказал Business Insider, высокопоставленный источник в полиции. Мы собираем и анализируем доказательства использования схем поездок, электронных перехватов и других инструментов расследования в нашем распоряжении, сказал представитель французской полиции. Чиновник сказал, что Франция еще не связывалась с Россией для какого-либо помощи в этом деле. Полиция Лили пока не производит никаких арестов, сообщает АФП. Связываться с Россией не имеет никакого смысла, но, конечно же, для соблюдения правил, конечно, придется все-таки связаться. Вот такая вот новость сообщается по убийству Имрана Алиева. В связи с этим хотелось бы напомнить видео 4-летней давности, которое было выставлено в Ютубе, где Кадыров прямо угрожал. Да? Ну, я, зная эту систему, которая там находится, могу со всей ответственностью заявить, а Кадыров, то, что он делает вот эти заявления, он делает только то, что ему говорят из ФСБ и из администрации президента России. И они неоднократно говорили, что вас скоро начнут депортировать. Что мы видим, да, ведется огромная работа, и нас начали активно депортировать. Слава Богу, что мы начали противодействовать, и в какой-то степени этот процесс затормозился. И, конечно же, затормозится, потому что здесь, в Германии и вообще в Европе, международное право работает. Права человека здесь не пустой звук. Да, здесь есть ошибки, здесь есть нарушения, там какие-то моменты имеются, предвзятость есть, дискриминация какая-то есть. Но она не может не быть в любом обществе. И в моей жизни, да, я не видел более справедливого общества, которое существует на сегодняшний день
тех странах и народов, где я побывал. И это правда. Это на самом деле государство, которое строй, которое защищает права людей. И поэтому, если мы правильно защищаемся, нас не депортируют. Да, если мы не защищаемся правильно, или мы не защищаемся, а пытаемся как-то где-то там пройти, да, сквозь, там, не называя преступников преступниками, террористов террористами, убийц убийцами, то, конечно, у нас возникнут проблемы. И нам скажут: да, до свидания, вы можете покинуть, потому что вам ничего не угрожает. Более того, не только этот человек сам покинет, но он еще подставляет других людей, которые говорят, что да, нас на самом деле убивают, ущемляют. И как бы другое лицо, которое якобы также независимо, как и вы, оно говорит, что ну ничего, нам нормально, но я не хочу жить, я хочу там по какой-то причине жить в Германии, допустим, кто-то скажет. Не из-за того, что нас там Кадыров, Россия убивает, а потому что ну вот я хочу. То, конечно же, это таких людей будут депортировать. И мы ничего не можем с таким людям помочь. Потом есть еще бытовые преступления, совершенные другие преступления, которые совершаются на территории России, там, во время оккупированной Ичкерии, то их тоже мы не можем, да, в какой степени. Хотя выдавать в Россию на пытки и смерть категорически, конечно, тоже это нарушение. И вот мы знаем, что вот этот бандит Висмурадов по кличке Патриот, да, так он более известен, он грозится, что вы скоро вернетесь, мы вам покажем, там, заткнитесь, не говорите ничего плохо про нас. Кадыров об этом говорит. И это целенаправленная такая акция, которая ведется против нас. И нас как бы хотят отсюда выкинуть, дискредитировать, обозвать нас террористами, исламистами, фашистами, кем угодно. Ну и после этого зажить спокойно. Ну не все, как они хотят, у них получается. Точнее, сейчас у них ничего не получается. У них сейчас они перешли вот этим крайним методом, убийством. Из-за того, что они не могут справиться. И не справятся, если мы правильно выберем защиту. А мы правильно выбрали, и мы движемся в правильном направлении. И, конечно же, мы ни в коем случае не будем им уступать в защите наших прав. Вот смотрите, что говорит Кадыров. Так, одну минутку. Вот что говорит Кадыров. Служба переводов с кавказских языков 29 мая опубликовала на своем канале в YouTube перевод обращения Рамзана Кадырова к чеченской диаспоре в Европе. Само обращение было записано грозненским телевидением 6 апреля, в годовщину присвоения Грозному звания города воинской славы. Именно в этот торжественный для республики день глава Чечни решил обратиться к своим соотечественникам за рубежом с откровенными угрозами. الشين شين بوبا بقنو شيدان ايش ده شيء هيقضي انشينا على بكيش ده شيء هيقضي انشينا لا شيء داس ناس تقدر يزغي دان انت تسقع بيش خلال يورو بيجو لاح كنشينا شو ده متكر بس او اشكور ال دشن جوق قطع شو داس دان از يمسو سايت كاشن سون يورو بعد موت مال دو هور انستغرام خير دان لو فيسبوك خير ميرق هور النادانه هور يازن دوش او عايز ديش شو دونه هورن دون تون دانش كيو خاشن مليو خاشن طغنا صوري بين خانو لبو متع خاش لبو كراوش سند تون коно шейн бубо маби. Угрозы главы Чечни пользователям соцсетей не пустые слова. Достаточно вспомнить историю Адама Дикаева, который был публично унижен после того, как осмелился опубликовать в Инстаграм пост с критикой Рамзана Кадырова. Сейчас человек, имеющий даже не отличную от официальной, а просто независимую точку зрения, может опасаться за свою жизнь и жизнь своих родных. Да, сейчас мы вернемся к... Такую же опасность несет бизнес-конфликт или любой бытовой конфликт. Люди чувствуют... Сейчас мы вернемся к тому, это 2016 года, 4-летней давности был фильм. И я тогда хотел бы как раз, пользуясь случаем, пока вспомнил, у меня тут в Фейсбуке есть фамилии, имена людей, которые были убиты русскими террористами за эти годы, за пределами нашей страны и за пределами Российской
империи. Так, одну минутку. Список убитых. Список убитых чеченцев русскими террористами вне пределов ЧРИ и Российской Федерации. Прошу добавить фамилии, которые я не учел тут в этом списке, которые были у меня собраны. Первый, второй, 1-2. Братья Руслан и Назарбек Уциевы, убиты в феврале 1993 года в Лондоне. Имам Алим Султанов, убит 10 ноября 1996 года, Одесса, Украина. Найдет Гун, убит в 2001 году. Гаджи Эдиль Султанов, убит 16 сентября 2008 года в Стамбуле. Ислам Джанибеков, убит 9 декабря 2008 года в Турции. Зелимхан Яндарбиев, убит в 2004 году, Катар. Взрыв бомбы автомобиля. Сын получил тяжелое ранение. Муса Атаев, убит 27 февраля 2009 года в Стамбуле. Али Абсаев, Вена, 2009 год, здесь указан. Умар Исраилов, Вена, 2009 год. Берг Хажмусаев, Рустам Альтимиров, Заурбек Амриев. Все трое убиты 16 сентября 2011 года в центре Стамбула. 14 человек по счету. Шамсудин Батукаев было предотвращено покушение 8 октября 2011 года в Стамбуле. Медет Онлу, 2013 год, Турция. Представитель, консул Чеченской Республики Ичкерии в Турции. Каим Садуев и вся его семья, жена и 2 малолетних детей были отравлены 23 февраля 2015 года в Стамбуле. Каим Садуев умер в тот же день. Дети и жена выжили, но получили сильный вред здоровью. А Каиму Садуеву и его семье была послана посылка черемши. И, по всей видимости, в аэропорту, узнав, что эта посылка идет к нему, туда был подмешан яд. И вся семья была отравлена. Каим умер, семья, к счастью, выжила, но получила вред здоровью. Абдулвахид Эдельгириев, 2015 год, Турция. Руслан Исраилов, убит 11 мая 2016 года в городе Измит, Турция. Тимур Махаури, 2017 год, Украина. Акуева Асмаев, покушение на них. Акуева чуть позже была убита, а первый раз покушение было на Акуева Асмаева в 2017 году в Украине. Зелимхан Хангашвили, 2019 год, Берлин. Имран Алиев, 2020 год, Лиль, город Лиль, Франция. Забегая вперед, это тоже та информация, которую нам нужно оставить. Чтобы мы знали, кто нас убивает, как убивает, в каком количестве убивает, кого конкретно убивает. Мы все должны сохранять, мы все должны всегда сохранять. И рано или поздно возмездие настанет. Все преступники получат заслуженное наказание. Да, Аллах. Так, что еще? Давайте я сейчас чуть поотвечаю на ваши вопросы. И потом будет тоже очень хорошая новость, которая прошла тут в Мюнхене, тут в Германии, в Мюнхене. Было мероприятие, Мюнхенская конференция по безопасности, где Россию просто размазали в пух и прах. И это очень тоже хорошая супер новость. Так что вот так вот. Так, пойдемте дальше. Отвечу на ваши вопросы. Так. Персонаград Асамаш Вовель Осун Хунгат Дойт Ахайда. Я рад тебя видеть, здравия. Только что зашел домой, твоя деятельность очень полезна. Аллаху Акбар. Маша Хуль, Лерейс Хуль. Будем трудиться, да, Аллах. Нас убивают день за днем в веках, говорит чеченский след. Да, так и есть. Но мы должны защищаться. Адам Грузинский, Надулинчул, Асаэле, Соуца.
Aslan razot obal dölce, emin çiçenski set, emin de razot obal dölce. Soğuk, az бог, Мадичаш, вечерду Мадич, Айделе Павардаш Мадиц, не говорите, я вас прошу, никто не говорите, кто вы, откуда вы. Ни в коем случае я не хочу, чтобы кто-либо из вас пострадал. Ни в коем случае, никогда не облегчайте им работу. Так, нашло хайк связи, эльч связи, вэлсу, достойный цахитахун. Защита прав человека, ицер, но хайк и лэг Энгли, Тёган Зуд, Хайгиц, Волч вообще реагирует, Мацадиа. Нашло, я не знаю, о чем ты говоришь, я эту историю слышал, мне много разных историй слышат, достойных, цахити, я вообще тебя знать не знаю. И вот твой наезд или твоя предъява, она вообще неуместна. Да? Я не знаю, да, у тебя даже фотографии нет. Какой-то ник человека нашло. А что он мне может говорить? Ты знаешь, что, наверное, не так надо, если ты чего-то хочешь добиться. Мне много людей пишут, и незнакомые пишут, меня оскорбляют, мне угрожают. И я не всегда реагирую на каждый... Я раньше, да, всем отвечал, все писал. Вот у меня был Инстаграм, его сейчас заблокировали. Постоянно на меня идет атака. Так что... Если у тебя что-то есть, ты нормально, уважительно, если ты хочешь что-то донести, расскажи, я постараюсь донести. Если это будет мне интересно, если это тоже надо учитывать. Я сижу здесь не для тебя, чтобы ты мне высказывал такое недовольство. Я сижу для того, что я как вижу. Ты тоже можешь открыть также канал, это несложно и недорого. Ты тоже можешь то же самое сделать. Так, пойдем дальше. Так. Георгий Нарушвили, Грузия здесь. Приветствую, Грузия. Асток. Так, Асан, что с Инстаграмом-то? Да, кстати говоря, мой Инстаграм был заблокирован. У меня там очень много полезной информации, которую я копил долгое время. К сожалению, она утеряна, к большому сожалению. Жалко, там было очень остроумные, веселые, там фотки, разные такие вещи. Но на меня постоянно идет атака. И поэтому стоит мне что-то где-то про Басаева что-то выступить, где-то еще что-то сделать, где можно зацепиться, да, и все, и идет моментальная атака. Точно так же в Фейсбуке постоянно меня банят, постоянно находят из старых моих каких-нибудь публикаций, где я там где-то Россию назвал русней или еще что-то, и это оскорбление и так далее, и так далее. И когда это массово происходит, Facebook и YouTube, они реагируют. Монетизация на этом канале у меня отключена полностью, так что я уже за рекламу не получаю никаких денег. Кстати говоря, вы тоже теперь не будете 3 месяца видеть рекламы, потому что у меня полностью убрана монетизация и никакой рекламы уже быть не может. Но это приносило мне немного доходов, поэтому ничего страшного, обойдусь без этой небольшой суммы. Но при всем при этом атака идет, атака продолжается, подписчики списываются постоянно. Но, как говорится, было бы легко, этим занимались бы все, правильно? Поэтому будет все хорошо, да, Амула. Так. Лунный свет. ФСБ хотят показать всему миру, что это мы, ну и что вы нам сделаете. Убийцы рашистские не понимают, что все им вернется сторицей. Так, тот, кто не позволяет другим быть свободными, сами не заслуживают свободы, говорит Унсоциалес. Абсолютно с тобой согласен. Маусар Умаров. Действия Лукашенко в отношении Российской Федерации охарактеризует Аслан. Я считаю, что Лукашенко, вот какой бы он там не был плохой, при всем при этом, вот в данном случае себя повел как настоящий патриот своей страны. Было бы позорно и стыдно, если бы лидер был бы не патриотом, тем более много лет был
лидеров страны. При всем при этом я никаких таких чувств хороших, добрых не испытываю к Лукашенко, но я признаю, что Лукашенко поступил как настоящий лидер своей страны и послал Россию далеко и подальше. Хотя он это делает очень аккуратно, чтобы там как-то не обидеть, мы с русскими там и так далее. Да, белорусы, русские очень близкие народы друг другу, но при всем при этом это разные народы, да, и они могут жить отдельно. Вот что я считаю, что он поступил правильно, я считаю. Старик Хохотапыч. Да, Трамп притих немного со своей любовью к Путину. Майк Помпео взял все в свои руки, и он спутничный борется не только на словах, но и на деле. Да, старик Хохотапыч, это очень верное то замечание, которое я обязательно, сегодня, сейчас у нас еще есть время, полчаса, я это расскажу. Майк Помпео, кстати говоря, мой коллега, адвокат, я просто аплодирую Майку Помпео. Как он себя вел на Мюнхенской конференции по безопасности, как он начал себя вести. Кстати говоря, это бывший директор ЦРУ, военный, короче, очень серьезный парень. И наконец-то появляются вот англосаксы, которые, с характером, которые всегда ставили вот эту гибню на место. Наконец-то. Я очень ждал этого момента. И Трамп, видимо, уже понял, что вот эта любовь к Путину и у него все-таки не прокатывает. Хотя такие наклонности диктаторские у Трампа тоже имеются, но у Трампа нет шансов стать диктатором. И Майк Помпео это просто лучший из его команды. Лучший, наверное, из лучших. Поэтому о Майке Помпео мы поговорим чуть попозже, так посмотрим. Чего, Аслан, что скажешь про мокрые номера? Я скажу, что это позорище просто. Это просто чеченец так не может делать, я тебе скажу. Хотя сейчас уже и такие пошли, что это позорно было. Да то и это вообще ему вообще птица маму, чтобы дать. И да, чисто это хакеры, уже совет, слушаешь, советчу. Так, reality French English. А ты заметил, как русские, проживающие в Европе, защищают своего президента? Да, конечно, заметил. Не все. Я знаю многих русских, которые уже перестают. Кстати говоря, мои видео, которые тут в Европе, в том числе в Гамбурге, смотрят меня русские, евреи, русскоговорящие. И я смотрю, люди начинают по-другому относиться. Мне уже как бы не так, что вот неприятие полное, то, что я говорю, да, что я чеченец, там, враг русских и так далее. Люди начинают задумываться, что я, наоборот, говорю для русских лучше, чем многие русские делают для русских. Поэтому меняется отношение. Ну, хотя, конечно, ваты очень много, все живут русским телевизором, и, конечно же, ваты очень много. Так, Facebook çasur do hüge eten telefon numarı. Facebook çasur do hüge eten номер телефона. Диглум та ела, дел са ела это худиасец. Ниста дел ксави гвисторин, суди боа. Камел дул дари терма до юдахал камел. Камел дул деша харало суац усума цедеш аж. У меня, кроме вот этого канала, который надо подготовиться, где-то какую-то информацию, просто ее просмотреть и прочитать, не говоря уже о том, что там ее выписывать, сидеть, там еще что-то с ней делать. Это тоже занимает определенное время и силы. Кроме этого, еще у меня имеются свои личные дела, мне нужно еще как-то другие акции, другие вещи проводить, не связанные с каналом. Да? У меня есть Facebook, где я тоже очень активен, очень много там пишу, распространяю информацию. И, еще есть свои какие-то личные дела, да, у меня есть родители здесь, которые уже взрослые. И если я всем не могу ответить, извините. Так. А вообще я советую, если у тебя есть информация, нашло, открой Facebook и видео, YouTube, и сделай это видео, пришли мне его, я его распространю по максимальному. Если у тебя есть информация, давай ее вот так распространять.
А каждый бытовой частный случай, если я буду рассуждать, я пытаюсь в общем защитить права людей. Конечно, мне это тоже интересно, если здесь происходят такие убийства, но такие преступления, или я не знаю, убийство это было или нет. Но я не могу все ответить и все понять. Еще мне неизвестно, кто мне пишет. Я вообще пытаюсь сейчас уже с людьми, у которых просто какие-то ники непонятные, даже из Фейсбука убираю. Потому что я не знаю, что это за люди. Тут очень сейчас ситуация странная. Так, Игорь Кириллюк, рад быть с вами. Привет с украинского Донбасса. Смотрю вас сейчас в Польше, работаю на шахте. Удачи вам, здоровья. Спасибо, Игорь. Слава Украине. Руслан Серебряный. Аслан, Байсаров и Хасбулатов предатели. Если ты говоришь о Руслане Байсарове, который его называют кошельком Кадырова, и Руслане Хасбулатове, то я считаю, Руслан Хасбулатов, конечно, это стопроцентный российский чиновник, который предал идею независимости, идею нашей государственности. А Байсаров это такой же пособник преступлений, которые совершает Кадыров и Россия на территории нашей страны. И Байсаров не отделается тем, что он был просто там кошельком. Да, он скажет: ой, извините, я просто там держал деньги или там занимался вкладом этих денег там куда-нибудь в Саудовскую Аравию или Арабские Эмираты, куда там их вкладывает Байсаров. Он этим не отделается. Надо будет нести ответственность как за соучастие в этих преступлениях. Без денег они не могут это делать. И так что, Руслан Байсаров, тебе есть над чем задуматься. И это не я тебе угрожаю, это будет тебе государство чеченское угрожать, когда найдет состав преступления. Пока я вижу, что он имеется. Вильбусин Аслан, как Варик будет, включая рекламу, буду смотреть. Как Варик. Так, привет из Казахстана, Виктор Цой. Привет, Виктор Цой, привет, Казахстан. Дух свободы. Ассаламу алейкум. Чем больше российскими террористами убивают нас, среди нас появляется еще больше людей, кто говорит правду про путинистов, и это еще начало. Да, Мула. Муслим ночью что, нам нужно стать не жертвами, а охотниками. Только тогда мы сможем поменять ситуацию. Каждой ночью должен осознать, кто наш враг. Совершенно верно, Муслим. Старик Хатапыч. Монетизация не только дает доход владельцу канала, но и самое главное продвигает видео, чтобы попадало в рекомендации. Да, скорее всего так и есть, потому что просмотры у меня тоже после того, как убрали монетизацию, просмотры упали. Это тоже заметно. Но есть вы, которые можете распространять эти видео, вырезать их, как можно больше распространять. И нам не нужно, как там какой-нибудь Comedy Club там, или какой-нибудь там, я не знаю, Дом 2 распространять там для максимальное количество. Нам важно, чтобы только думающие увидели, а в принципе все думающие меня смотрят. И все мне пишут, тоже в огромном количестве. Не бывает утро, чтобы у меня не было там 100 или 200 там сообщений. Так. Так, чеченский след. Россия захвачена путлеровской бандой. Путлер пришел к власти во время того, когда на него было заведено уголовное дело в Санкт-Петербурге. Есть видео на моем канале. Так. Дух свободы. Наш враг очень коварный и подлый, поэтому с ними трудно воевать прямо. Так, асасас, Аллахуар, Мавузу Кюха, Аслан, как будто в бассейне или в бочку говоришь. Вроде все говорят хорошо, я хорошо слышу, он социал говорит. Так. Так, Аслан, Вайкиги Нахчуа.
что Юарик Энти Харцалил, что в России, в Чечне, в Европе, особенно Юарик, будут ли какие-нибудь законы, которые за их дресс-кодом, поведением типа полиции нравов? Я не знаю, будут ли какие-то полиции нравов у нас. Дресс-код каждая семья у себя должна вводить. Это сугубо культурное внутреннее поведение, которое, я не знаю, что будет. Это самое последнее, о чем мы сейчас можем думать. У нас страна пока оккупирована. Так, Владимир Абиной, зачетный хромак, спасибо. Ничего, Аслан читал про задержание Павленского, стопудово, это крыса, выслан из ФСБ. Я вот так что-то бегло прочитал, я не знаю, что там было. Что-то было с этим Павленским, в Фейсбуке видел. Что-то он там мутит. Так, у меня все отлично со звуком. Вы мне сейчас какие-то непонятные новые эти заходите и начинаете мне тут сбивать эфир, говоря, что плохо слышно. Ничего не плохо слышно, все слышно хорошо. Вроде бы как. Нет. Не знаю, что тогда делать с этим звуком, если чуть отодвинуть. Так, Беслан Белтувян, ассаламу алейкум, ашву алейкум, ва алейкум салам, Беслан, машаллах. Так, как будут развиваться события в Идлибе, говорит Лунный Свет? Я не знаю, ничего по этому поводу сказать не могу. Никакого эха нет, говорит. Отлично. Так, давайте тогда перейдем к другой теме, которую... Аслан, нормально у тебя звук. Все отлично тогда, хорошо. Давайте перейдем к другой теме, которую я хотел бы обсудить. Это тоже очень важная тема. По поводу Помпео. Сейчас, одну минутку. Я найду очень нужную статью. Вот. Так, смотрите. Есть такой сайт, Наш Дом называется, да, Наш Дом USA. Очень такой хороший сайт, и я вам советую его смотреть, читать его, точнее. Короче говоря, на Мюнхенской конференции по безопасности выступили очень хорошо, на мой взгляд, выступил Вальтер Штайнмайер, президент Германии. Очень четко и подробно рассказал, во-первых, что сейчас, не доходя до Майка Помпео, хотел бы вот этого Вальтера Штайнмайера процитировать. Во-первых, что говорит Вальтер Штайнмайер, президент? Говорит о том, что мы говорим и уже давно пишем, да?
мы пишем, что постоянные члены Совета Безопасности ООН, вот эти 5 государств, это нарушение принципа равенства, во-первых. Это незаконно. Это никак не это полностью противоречит просто принципу равенства и справедливости, который должен быть в любом законе, в любом действии, что уже изначально нарушается. Совбез блокировал своей деятельности, говорит, не работают органы по урегулированию споров, разрушается доверие к ООН. Это вчерашнее мышление, что Европа не имеет права потерпеть крах. Это он дальше говорит. Это вчерашнее мышление, что когда вот эти 5 стран, которые победили в войне, да, так можно сказать, там, в том числе, может, Китай себя считает победителем, Советский Союз также считает себя победителем, хотя Россия не имеет никакого отношения. И Советский Союз был инициатором этой войны, да, и поэтому Советский Союз не может быть там в принципе никак. Но даже если Советский Союз как-то они там все-таки решили, он там находится, то там не может никак быть Российская Федерация. Совет постоянных членов Совета Безопасности ООН, он не может унаследоваться, потому что нет механизмов, в уставе ООН нет механизма принятия новых постоянных членов Совет Безопасности ООН. Конечно, эти 5 стран, там США, Россия в первую очередь и Китай, начнут возмущаться, потому что у них как-то есть привилегии в этом плане. Но при этом этот институт должен быть разрушен. Он не должен существовать, потому что это незаконно, если исходить из юриспруденции. И вот Вальтер Штайнмайер, видимо, нас смотрит, услышал и заявляет, что Совбез блокировал своей деятельности. И не работают органы по урегулированию споров. Разрушается доверие к ООН. И что совершенно верно, абсолютно верно. Доверие к ООН, например, в моем лице уже потеряно только из-за того, что Россия имеет право вето, и она везде накладывает эти права вето. Далее Вальтер Штайнмайер говорит, что Европа не имеет права потерпеть крах. Если имеется в виду солидарность, единство Европы не имеет права потерпеть крах. Но если они потерпят крах, это будет просто огромнейший удар по всей мировой системе. И Россия и Китай станут суперсверхдержавами. В первую очередь Китай. И, конечно, тогда Россия начнет творить еще большие кровавые свои преступления. Далее что говорит Вальтер Штайнмайер? Безопасность Европы построена на сильных и крепких отношениях с Америкой. Что говорит о том, что Германия, президент Германии в лице Вальтера Штайнмайера протягивает руку Соединенным Штатам и говорит, что наша безопасность тесно связана и построена на крепких отношениях с Америкой. По-другому быть не может. И Германия должна больше вкладывать в НАТО. Да, вот НАТО тоже, уже все забросили НАТО, думали, Россия стала нормальной страной, и можно уже на НАТО не тратить деньги. В том числе и Германия, да, пыталась где-то там не доплачивать, еще что-то делать. Обязательно нужно вкладывать, и даже больше, чем 2%, которые вкладывают, потому что безопасность, она дороже любых денег. Европа должна разработать собственную политику к России, которые не должны ограничиваться пустыми заявлениями и санкциями. Это очень такой верный сигнал, направление, где Германия будет выбирать свою политику, не ограничиваясь просто заявлениями и санкциями. Нужно бить по рукам. И пока Германия это не поймет, у Германии будет здесь происходить запугивание канцлера убийством беженцев, другие, вплоть до террористических актов. Я со всей ответственностью, со 100% вероятностью заявляю, что на территории Германии против не только беженцев, да, и если есть здесь группы террористические, которые могут проводить разные акции, но и против политиков. Также стоит не забывать, что взрыв автобуса Дортмунд, футбольной команды Дортмунд Боруссия, и ранение нескольких игроков и полицейского было совершено русским террористом.
Конечно, следствие не установило, что этот человек был связан там с ЛНР или ДНР, с этими террористическими бандами, но у меня нет оснований не верить и сомневаться в том, что связь такая имелась. Но немцы, как когда-то англичане, когда был убит Александр Литвиненко полонием в Лондоне, предпочли не открывать широко глаза, да, чтобы не увидеть все и не ужаснуться. Но никуда от этого не деться. Никуда, какие бы деньги ни вкладывались в экономику Германии, как бы тут не работали старые агенты Штази и новые агенты ФСБ и КГБ, все равно это никуда не денется, и это будет действовать и работать против Германии. И они не будут работать в рамках закона, в рамках международного права, в рамках гуманизма и там какой-нибудь там справедливости, честности. Это не про них. Никакие они не бюргеры и никакие не джентльмены. И вообще от слова совсем. И это надо четко понять. Это матерые уголовники, это бандиты, которые будут убивать всех. И футбольную команду, самую любимую Дортмунд Боруссия, и вплоть до политиков. Если по моим данным, на Меркель оказывалось давление путем убийства Зелимхана Хангашвили. Конечно, это не только на Меркель оказывалось давление. Убивался старый враг России, Кремля, вот этой путинской банды. Запугивались, пытались запугать там других мигрантов, беженцев, политических, которые здесь проживают. Ну и так далее. Конечно же, не только была цель, но основная цель, в спешке все это было организовано, подготовлено. И за 2 дня после того, как уже Меркель сказала свое слово, видимо, вот этот Красиков готовился к этому преступлению в случае, если Меркель все-таки откажет. За несколько месяцев, скорее всего, это преступление готовилось, по-другому быть не могло. Но если Меркель все-таки отказывает вернуть Трампа в G7, то нужно наносить удар. И не имеет значения конкретно, кто из этого будет. Зелимхан Хангашвили это будет там, или еще какой-нибудь другой будет противник Кремля. Но кого смогли подкрасться, кому в этот день удалось, вот тот и был убит. Тот и был убит. Да, лазот обал дуэльчен налде алуэля из-за массу уайтидалди, что луэ налде алуэля. Так вот, давайте прочитаем, что говорит наш Дом России, и лично теперь уже говорит госсекретарь, то есть министр иностранных дел США, госсекретарь США Помпео, Майк Помпео. Запад не позволит России воссоздать империю. Так озаглавлена статья. Запад не позволит осуществиться имперским амбициям стран, дестабилизирующих мировой порядок, заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности глава Госдепартамента Майк Помпео. Речь идет в частности о России, которая аннексией Крыма в 2014 году показала, что по-прежнему стремится к империи, равно как о Китае и Иране, перечислил Помпео. Пекин, по его словам, продвигает идеологию экономического деспотизма, тогда как от Ирана исходит волна убийств и киберугрозы. В ответ на массовые протесты власти Исламской Республики почти на 2 недели блокировали доступ в интернет для 95% населения страны. Западные ценности в конечном итоге одержат верх над имперскими, цитирует Помпео Рейтерс. С радостью сообщаю вам, что слухи о смерти НАТО сильно преувеличены. Запад побеждает, и мы побеждаем вместе, заявил он, заочно полемизируя с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который диагностировал у НАТО смерть мозга в ноябре прошлого года. Запад побеждает, побеждают свобода и демократия, повторил глава Госдепа. США, по словам Помпео, продолжат поддерживать европейские страны, которые стремятся уйти от российских энергоносителей. $1 миллиард будет выделен государствам Центральной и Восточной Европы на проект инициативы 3 морей, который включает строительство газопроводов и терминалов для приема СПГ. Эти деньги вызваны стимулировать инвестиции частного сектора в энергетическую сферу для защиты демократии и свободы, подчеркнул Помпео, добавив, что это может снизить энергозависимость этих стран от Российской Федерации.
Обеспокоенность европейских стран вызывает ситуация в Сирии, где Россия делает ставку на прямое военное решение, нарушая все договоренности, сообщил после переговоров на конференции высокопоставленный чиновник Госдепа. 3 миллиона сирийских беженцев хлынули на границу с Турцией, которая уже содержит в лагерях 3,5 миллиона вынужденных переселенцев. Это сулит Европе новую волну мигрантов, и они просто ужасы, цитирует дипломата пресс-служба Госдепартамента. Отдельные страны предпринимают попытки остановить или затормозить развитие многополярного мира, ответил в своем выступлении глава БАНТ МИДа Российской Федерации Сергей Лавров. БАНТ это я от себя добавил. Но этот процесс объективен, продуктивен, экономической реальностью, заявил он. Статистика МВФ, Международного валютного фонда, демонстрирует, что ВВП стран БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, уже превышает ВВП большой семерки. Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония. И тенденция, скорее всего, продолжится. Многополярность формируется в реальном мире, в экономике, в финансах, технологиях и в политике. И попытки замедлить ее не принесут успеха, предупредил Лавров. Страны, которые имеют эти достижения, конечно, хотели бы быть более влиятельными на международной арене. И самое интересное. Помпео и Лавров провели закрытую встречу в рамках Мюнхенской конференции. Она состоялась в пятницу в отеле Байерешер Хофф, специально отведенной для Лаврова переговорной комнате. Короче говоря, однако, как сообщает Политика, Госдеп по неизвестной причине принял решение не придавать ее публичности. На встречу не приглашали фотографов, которые могли запечатлеть Лаврова и Помпео вместе. О ней ничего не сообщалось американским журналистам. Переговоры не были спонтанным решением. Представители российских СМИ, летевшие в Мюнхен с главой Лавровым, знали о них заранее. Один из них сообщил Политику, что американская сторона настояла на том, чтобы не было ни пресс-конференции, ни совместного заявления, ни фотографий. Вот самое интересное, вот этот последний абзац, который я сейчас зачитал. Не было ни совместного заявления и фотографий. Это говорит о том, что как ни совместных заявлений и фотографий, ни совместных конференций, пресс-конференций не бывает, если стороны не нашли взаимопонимания, если им нечего сказать, да, полезного, хорошего, такого дружественного, такого единого мнения по какому-то поводу, ну или не единого, там, разобщенного мнения, ну какого-то конкретного мнения. Но если американская сторона уже заранее знала, что они ни к какому консенсусу не придут, никаких пресс-конференций и совместных заявлений делать не собираются, это говорит о том, что они собирались поговорить о чем-то не очень приятном. И раз не было фотографов, и получается так, что господин Майк Помпео позвал на разговор Лаврова в специальную комнату и там как следует его отпесочил. Конечно же, Лавров, который знает, что когда он вернется, ему настучат по башке, и знает, что его там Помпео не прибьет, наверное, возмущался там, как мог, там, со своей этой, лошадиной рожей. Но самое интересное произошло после, когда уже они вышли туда и, видимо, были на эмоциях, на поднятом настроении, и Майк Помпео на весь коридор, когда уже уходил Лавров, вслед ему крикнул: «Желаю удачи, good luck». Это говорит о том, что я так делаю вывод, что уважаемый госсекретарь США Майк Помпео нашел правильный подход разговора вот с этими бандитами и террористами. И я считаю, что только вот в таком русле нужно с ними говорить. Но нужно говорить не только с Лавровым, а нужно говорить с самым главным вот этим террористом, с Путиным. Именно так. И Дональд Трамп, и Майк Помпео, и все остальные, именно только так с ними нужно разговаривать. И вы увидите результат. Еще раз мое почтение и уважение к вот этому случившейся ситуации.
Так что вот хорошая новость, господа. Короче, гоняют и в хвост, и в гриву. Извиняюсь. Так, давайте, время у нас заканчивается. На этой прекрасной ноте что-то я, может, забыл еще сообщить. Что-то я, наверное, забыл. Что-то я забыл. Что-то я, может быть, забыл. Да-да-да, реально, Франчини, Помпео, серьезный пацан, гасит гибню по полной программе. Так, тогда на этом мы закончим, на этой прекрасной ноте. Я всего желаю вам самого хорошего. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Распространяйте видео, подписывайтесь. Как можно больше распространяйте информацию о том, что мы говорим, что мы доносим. И всего самого хорошего. В среду на том канале Reality Life на чеченском языке выйдет стрим Даалмулла в 21:00 по Берлину. Здесь, на этом канале, в пятницу Даалмулла выйдет в 21:00. Также по Берлину выйдет стрим на русском языке. Всего самого хорошего, спокойной ночи. Ассаламу алейкум. Так.